чем, собственно, предпосылки отличия оффлайн от онлайна? То есть, когда мы преподаем в оффлайн формате, с которым мы все очень знакомы, то для учеников это освоение опыта учителя. Когда мы переходим в онлайн-формат, то мы кардинально меняем парадигму для учеников. И они вдруг из детей, которые просто осваивали опыт учителя, превращаются в людей, которым нужно развивать навык самообучения. Учитывая, что в школе мы полностью не можем рассчитывать на навык самообучения детей, в конце концов они приходят в школу именно потому, что ждут от нас, чтобы мы им много чего передавали. Я бы назвала то, что мы делаем школьным образованием, направленное самообучение. Некий гибрид. То есть если опыт учителя, как правило, учитель очень большое количество материала перерабатывает, прежде чем дать выжимку этого ученикам. И когда мы, то есть получается, в школе мы не можем оставить многие вещи просто на детей, потому что для них, в принципе, они могли бы гуглить эти темы. Мы могли бы сказать им, вот вам оглавление учебника, гуглите, но дети не будут это делать, поэтому они не выходят полностью онлайн, поэтому мы должны их вести. И до того, как выбрать инструменты, мы должны понять, какие из них отработают в нашей конкретной ситуации, потому что нету какого-то универсального средства для всех. Что-то, что подходит каждому, так как у каждого учителя свои сильные стороны, и кроме того, есть индивидуальные вещи для учеников. Поэтому количество инструментов в интернете, их и было большое количество, но сейчас, понимая их востребованность, они растут, они увеличиваются. Количество ссылок, то есть вы можете все найти 50, 60, 7 статей, где написано 50 самых лучших средств для онлайн-обучения, 70 и так далее. Но использовать их все бессмысленно, потому что у учителя больше времени уйдет на освоение инструкции, чем на конкретную подачу предмета. Поэтому нужно понять, какие из них стоит выбирать. И для этого я разделила методы работы. И в чем она заключается? Это вводная часть. То есть я разделила их так: на классную работу, это фронтальная работа с классом, на внеклассную работу, это то, что происходит между занятиями, то есть зачастую мы с детьми разговариваем. И это все нужно переводить онлайн. Есть самостоятельная работа ученика, задания, которые мотивируют продолжать обучение по предмету не только на занятиях. Если мы обучили ребенка какому-то предмету, мы же не делаем это с расчетом, что он выучил, и больше никогда не будет обновлять свою базу знаний. А для этого для его обновления базы данных должен быть некий толчок. Дальше, работа в группах. Это взаимообучение между учащимися. Мы не можем оставить обучение только на учителя. Дети должны продолжать обучать друг друга. Проектная работа учеников, то есть какой-либо проект, и у него нет единого правильного конечного варианта. У проектов, как правило, конечных вариантов правильных достаточно большое количество. Дальше, рефлексия, то, что мы проводим в конце занятия, как правило, чтобы направлять наши занятия в дальнейшее русло и понимать, какой запрос идет от учеников. Домашние задания. Тут без пояснений. Классный журнал, который нужно вести и который должен быть нашей аналитикой. Мотивация учеников, которая офлайн у нас была, очень легко шла сама по себе. В онлайн нам нужно более осознанно это делать. Работа над ошибками. Это после самостоятельных работ, как правило, и контрольные работы. Я для себя сгруппировала, то есть если офлайн вещи эти достаточно разрозненные, то онлайн, например, классная работа и самостоятельная работа вдруг становятся очень похожими вещами, потому что классная работа не обязана быть фронтальной работой через Zoom. Классной работой может быть отправленное готовое видео на YouTube. Если кто-то уже снял хорошее видео по вашему предмету, понятное и ясное, нету смысла его переснимать. Это напрасная трата труда. Но такой вид работы очень похож на самостоятельную. Если все остальные механизмы направлены хорошо, то классная работа и самостоятельная становятся
очень близкими понятиями онлайн. Контрольная работа, я бы ее с мотивацией объединила в онлайне, потому что они нам нужны, собственно, для того, чтобы дети давали результат. И контрольные работы – это отличный способ мотивации к использованию знаний. Они стрессовые, и это очень круто, потому что мы должны уметь работать со стрессом, и ученики должны понимать, как это делать. И мотивация в этой ситуации направлена на то же самое, на то, чтобы дети прорабатывали ту информацию, которую получают. То есть контрольные работы заставляют их как стимул прорабатывать, и мотивация тоже стимул для проработки. Дальше, в ходе каждой из этих работ развиваются разные навыки. И вот такую табличку, я ее вывела для себя, но каждый учитель может выработать сам для себя. И в зависимости от того, где вы поставили галочку, вы выбираете инструмент. Не стоит слепо сразу идти в инструмент и использовать Zoom как единственный инструмент обучения. Например, внеклассная работа развивает для меня навыки лидерства, аргументации, самоанализа, потому что если я разговариваю с ребенком, он должен понять себя, аргументировать свою позицию, и это также прокачивает навык лидерства. Например, рефлексия, она тоже у нас лидерство для детей развивает. И, кажется, я не проставила галочку в аргументации и в самоанализе. Также контрольные работы развивают самостоятельность у детей, стрессоустойчивость, результативность. Мы можем посмотреть просто по количеству галочек. Я очень люблю такие аналитические выкладки, потому что в зависимости от этого я смотрю и думаю, так, хорошо, этот навык развивается здесь и здесь. Может быть, я буду выбирать только один из инструментов, которые похожи друг на друга, и развивать его больше. Вот здесь вот у меня есть инструменты, где стоит выбрать только один из них, и те, где стоит использовать несколько инструментов. Синий – это то, где только один инструмент. Для меня Google таблицы, они идеальный инструмент, потому что я могу отправить детям ссылку с доступом для чтения, и я выкладываю просто вот сверху, прописываю все домашние задания, и балловую систему или оценки я выставляю в ряд. Так дети могут корректировать свой прогресс и восстанавливать свои оценки. Потом я по среднему арифметическому в конце выставляю, какой у них идет средний балл. И, исходя из этого, они могут видеть, какая оценка у них выходит. В итоге для них никогда не будет сюрпризом, если они идут получать тройку в конце четверти. Работа над ошибками и контрольные работы, для них я бы тоже выбрала только один инструмент, потому что стресс должен быть, но его нужно минимизировать. И если дети точно знают, как будут проводиться контрольные работы, то им легче этот формат принять, для них это комфортнее. Во всех остальных стоит полагаться на свое чутье и на свой опыт, потому что вы можете выбрать один инструмент, можете выбрать несколько. Я расскажу про базовый набор, который мне очень нравится. Это Zoom, который мы все использовали, это видеосозвоны. Google Classroom. Google формы – это отличный вариант тестирования, он в Google Classroom по умолчанию идет. Google таблицы я использую для классного журнала, но и в целом я очень люблю аналитические выкладки, поэтому я делаю среднюю аналитику, и никаких сюрпризов для детей в оценивании, если они получают полную аналитику своевременно. Google документы, у них очень классно то, что можно делать совместную работу, и можно настроить совместную работу класса. Вот, например, для работы в группах и для проектной работы Google документы отлично подходят ученикам, они могут работать вместе. Кроме того, можно индивидуально там работать, и ученик может дать на проверку Google документы. YouTube – это потрясающий инструмент, его стоит использовать как для того, чтобы найти уже готовое решение, так и для того, чтобы загрузить свои, потому что память телефона не резиновая, и есть большая проблема в том, что когда мы видео отправляем через телефон, мы засоряем свою память, и то же самое происходит с памятью детей, а мощные телефоны с большим объемом памяти – это дорогая игрушка, она не у всех есть. А если мы загружаем свое видео на YouTube и отправляем детям, то это в разы удобнее. Кроме того, мне нравится использовать плейлисты на YouTube, и плейлисты можно делить по классам. Тогда класс может получить доступ ко всем материалам. Если мы просто отправляем видео, то ребенку для того, чтобы пересмотреть предыдущее, нужно много искать. Если это готовый плейлист на YouTube, то он заходит, все очень комфортно, все очень аккуратно. Презентация – это то, что вы видите сейчас, и там есть готовые шаблоны.
Мне нравится Prezi гораздо больше, чем PowerPoint, потому что в PowerPoint его визуализация, его эстетика – это то, что вы должны делать. В Prezi вы этого делать не должны. За вас уже все готово, вы берете, используете готовый шаблон, не так много возможностей настройки, и это большой плюс. На самом деле много настроек для уроков не надо. Но 85-95% информации воспринимаем глазами, поэтому эстетичность имеет значение. WhatsApp и Telegram как мессенджеры для поддержки постоянного общения – очень крутая вещь. Я предпочитаю Telegram, потому что Telegram хранит информацию на своих серверах, WhatsApp хранит ее на ваших телефонах. Поэтому ребенок удалил что-то из памяти телефона, чтобы ее освободить, и потерял это из общей памяти. С Телеграмом такого нету. Не нужно очищать его память, доступ идет к серверам, и все легко найти. Но есть одна вещь – email. Это то, чему я научилась, когда сама обучалась онлайн. Гораздо лучший способ связи, чем мессенджеры – email, потому что мессенджеры будут пикать слишком часто. В онлайн-обучении при большом количестве детей вам придется постоянно быть на связи. С одной стороны, это хорошо, у вас есть поддержка, у вас есть мотивация, которую вы продвигаете через это, но в этом есть существенные минусы, потому что кто-то может что-то начать обсуждать в час ночи, дети делают домашние задания, хотят обсудить друг с другом, и вы получаете уведомление, что очень трудно совместить со всей остальной жизнью. Поэтому если систему коммуникации наладить через имейлы с тем, что вы его регулярно проверяете в течение определенного количества времени, то вы лишь решаете вопрос того, что у вас кроме работы не остается никакого другого времени. Однако при этом дети тоже получают свою обратную связь и не чувствуют себя брошенными. Quizlet мне очень нравится, потому что там, кроме создания карточек, есть возможность автосоздания тестирования. Это как словарь, у него есть ключ, у него есть значение. И эта карточка, одна сторона, вторая сторона. Адаптируется почти все. Допустим, я адаптировала и сделала карточки по всем исключениям в Python. Как правило, Quizlet, он для изучения языков, но его можно под все предметы адаптировать. И ребятам очень удобно тем, что они могут дома карточки просматривать. Я могу им тестирование просто автоматически его сгенерировать из готовых вопросов, причем каждый раз по-разному, там можно разные формы выбрать, можно с мультивыбором, с единым выбором, с вписыванием. И мы получаем очень хорошую аналитику, а еще эти карточки распечатываются. Поэтому можно просто распечатывать, там есть в бесплатном варианте возможность распечатки карточек так, что он прям аккуратненько сопоставляет одну и вторую часть карточки, и дети просто могут заучивать самостоятельно. Это все, если вы сделали карточки и отправили ссылку, дети могут самостоятельно уже и тестирование себе попробовать, и карточки просмотреть и распечатать их. Learning Apps для меня вообще находка, потому что это сайт, который создает большое количество разных игр. В Learning Apps у вас есть возможность создавать поиск пары, карточки, потом сопоставить одну сторону с другой, викторины. Вообще бесконечное количество возможностей для творчества и для интерактива. На занятии, в принципе, если начать с Learning Apps, то этого хватит для того, чтобы сделать очень много. То есть если его до этого не было, то его можно подключить, и он огромное количество вещей сделает за вас. Опять же, можно переиспользовать все это, то есть можно создавать упражнения, использовать с несколькими классами, кому-то, чтобы освежить память, кому-то как для подачи новой информации. Canva – это для создания изображений, и там есть возможность доступа нескольких пользователей к одному изображению, поэтому проектную работу, какую-то связанную с инфографикой, например, дать в Canva очень круто. Wix – это конструктор сайтов, то есть для того, чтобы делать уроки как сайты, что я покажу сегодня, как делать, можно использовать этот инструмент, и это не единственный конструктор сайтов. Еще очень легкий Tilda, но Wix простой, ясный, у него адаптивная верстка, то есть на телефоне он будет показан так же красиво, как на компьютере, поэтому он дает возможности детям заниматься и с компьютера, и с телефона по вашим занятиям. А если вы это занятие подготовили, то вы его можете использовать и в других классах. То есть группировать лучше по темам, чем по конкретным классам и урокам. Тогда есть возможность использовать эту тему несколько раз.
всем очень нравится, потому что решает вот эту вот разрозненность и переход по разным ссылкам, так как их можно все собрать в одном месте. Я, когда веду, мне нравится Zoom параллельно с Wix, то есть на Wix мы работаем и через Zoom просматриваем, общаемся. Так, это самый базовый набор и игры. Так, сайты для создания онлайн-игр. У вас будет ссылка на эту презентацию, я, собственно, сюда вставила, потому что здесь вот несколько ссылок на сайты, где можно много чего создать. На самом деле по играм сайтов очень много, но стоит выбирать несколько. В принципе, здесь с теоретической частью я бы закончила и перешла в практическую часть. Первое, что я сделаю, это Canva, наверное, потому что у Google Classroom есть возможность показа шаблона. Ее стоит сделать интерактивной и интересной. Это первое знакомство детей с курсом, это то, что они запомнят. Итак, первый инструмент – это Canva. Здесь я выберу «Создать дизайн». Естественно, я везде уже зарегистрирована. Если вы не зарегистрированы, вам стоит это сделать. Я выбираю настраиваемые размеры. Баннер в Google Classroom – это 800 на 200 пикселей. Выбираю «Создать дизайн». Есть несколько вариантов загрузить картинку. Я выберу самый простой, я просто перетяну с десктопа. Перехожу в загрузки. Загрузить изображение или видео. Выбираю папочку. Canva точно так же, как Prezi, очень нравится мне тем, что она дает нам возможность сделать все очень стильно, не обладая навыками дизайна, потому что здесь уже есть предподготовленные дизайны. Поэтому я не уверена в своем вкусе настолько сильно, чтобы разрабатывать все дизайны самостоятельно. Теперь я перехожу в текст, и здесь есть очень классно, прям предподготовленное, и вы можете отдельно добавить заголовок, я буду просто заголовок добавлять, но здесь есть прямо уже сгруппированные тексты, они с классными шрифтами, работают с русским языком, подходят друг к другу. Тут есть понятие шаблона, скачивать шаблоны платно, поэтому я сразу предлагаю вам все-таки немножко выстраивать свой дизайн, потому что вы не сможете бесплатно скачать шаблон. А вот картинку, которую вы сделали, можете выбрать PNG или JPEG. Я больше люблю PNG. Теперь я перехожу в Google Classroom. В Google Classroom я создаю. Теперь я загружаю фото. Все, теперь я добавляю задание. Создаю задание с тестом или просто задание. Теперь я перехожу на следующий сайт, это Wix. После того, как вы зарегистрируетесь, вы попадете, скорее всего, сюда. Выбираем «Создать сайт». Есть создание адаптивного сайта сразу. И вот тут вариант «Создать сайт в редакторе». В чем минус этого создания? В том, что сайт не будет адаптивен для телефона. И размер картинок, если вы создаете на компьютере, то не факт, что на телефоне все будет также видно, аккуратно и так далее. Если вы выбираете ADI, то есть адаптивный изначально сайт, то у вас меньше возможностей для того, чтобы что-то поставить, изменить порядок, и в целом возможностей меньше, но зато при этом качество значительно выше. И идеальная адаптивность, что очень круто. На каждый урок создавать отдельный сайт. Не создавать странички на сайте, а создавать сайт. Тогда переход по ссылкам в разы проще. Лучше всего выбирать самый простой. Он сразу генерирует первый подходящий сайт. Если бы я создавала, например, для своего центра сайт таким образом, то вышло бы большое количество блоков, которые изначально подходят. После этого мы его опубликуем и сразу вставим ссылку и заодно продемонстрирую функцию удаленного доступа через Zoom. Также такие маленькие сайты, как Learning Apps, очень классные для поддержки общения в мессенджерах. И, в принципе, в мессенджерах нужно постоянно с детьми общаться, когда они онлайн, потому что, в принципе, есть только два способа. Это подпугивать их контрольными и поддерживать общение и мотивацию. Когда дети чувствуют похвалу за каждое свое действие, они зачастую на эту похвалу стараются как можно больше работы выполнять. Поэтому можно в мессенджерах давать задания для поддержки тем, кроме домашних заданий, просто им для обсуждения.
И если мессенджер– это их зона комфорта, то зачастую все очень хорошо. Сейчас я не даю детям конспекты, записывания и так далее, потому что есть очень много шрифтов, похожих на рукописные. Конечно, по почерку ребенка отличить можно, но тем не менее все равно этот формат не очень удобен. Есть много возможностей как-то вот сократить пути и не доделать до конца. Поэтому я делаю шпаргалки. Исходя из каждого занятия, я вывожу очень короткий объем информации, и в Google Classroom я их добавляю в самом конце занятия. Собственно, это все самые важные вещи. То есть если вы делаете таким образом, то все, что вам нужно, это подготовить все материалы. У детей есть доступ к Google Classroom, где копятся все ссылки, где все хорошо и упорядочено. У детей есть доступ к плейлисту с видео их группы. Память телефона не засоряется ничем из этого. Все упорядоченно остается, при этом вы все еще можете поддерживать с ними общение, и никакие материалы не будут теряться. Это все базовые вещи, с которыми я хотела вас познакомить. Есть некоторые второстепенные, но я так смотрю, что по времени мы и так ушли далеко. Мне кажется, очень много, большой может быть перегруз по информации, если я продолжу.